То ли коляску, либо вот так вот проезжать, чтобы ребенок боком был, либо вообще никак, либо сплошняком по луже. Автобус куда доезжает у вас? Автобус вот только до остановки. Каких-то 10 километров от столицы, а выехать со двора для обитателей Пичи-Пашни – целое испытание. О том, что дороги здесь проблема номер один, понятно по наличию сплошных ям и луж. Ездить сюда таксисты наотрез отказываются, а если и берутся, во двор не заезжают. Высаживают пассажиров на повороте к микрорайону. Часть малоэтажек построена еще 6 лет назад, но с доступностью беда. Первые дома здесь были построены для переселенцев из закрывшегося лесного поселка Поинга. В остальные заселили переселенцев из аварийного жилья. А кто-то просто купил квартиру по выгодной цене. Население уже несколько сотен человек, но инфраструктуры до сих пор нет. Аккурат к нашему приезду на проблемную артерию заехала тяжелая техника. Ямы залатали битым кирпичом, затем подвезли щебенку, чтобы выровнять территорию. Но жители считают, такой дороги хватит ненадолго. Сначала нужно оборудовать канавы, чтобы в дожди ее не размывало. Водоотвод в начале, наверное, перед тем, как дорогу делать, водоотвод какой-то надо делать, это мы понимаем. Но это не понимают почему-то вот работники, потому что они на скорую руку. Во дворах та же история, но теперь уже из-за канализации. Здесь она автономная. Как таковой канализации здесь нет. Здесь была растительная система, по всей видимости, как они или строители говорили. К ней подключились трубы диаметр малый. Вот вся картина. 6 домов или 7 домов, 7-й дом коммерческий, подключенный к этой системе. Не успевают срабатывать. В 2 недели раз машина приходит, выкачивают, отсюда промывают. Это опять на 2 недели. Через 2 недели такая же картина. Зимой, наверное, тут каток, да? Зимой каток. А районные власти обещают в этом году хотя бы частично решить проблему. За победу в грантовом конкурсе Сагдывдинский район получил 9 миллионов. Почти весь объем средств направят на благоустройство Пичи-Пашни. Основную дорогу обещают даже заасфальтировать. В рамках вот этой работы по приведению в нормативное состояние мы выполним работы по асфальтированию основной подъездной дороги к кварталу и внутри площадочных некоторых дорог, не всех получится, и тротуаров. Мы за прошлый год сделали достаточно много мероприятий в этом квартале. Мы привели водоснабжение в состояние, чтобы граждане получили качественную коммунальную услугу по водоснабжению. Мы осветили, то есть там сейчас хорошее уличное освещение. Мы установили детскую дворовую площадочку, но предстоит работать еще больше. Выходит, щебенка все-таки временная мера. Основные работы уже при содействии республики здесь запланированы на сентябрь-октябрь этого года. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сагдывдинский район.